Привет всем! Сегодня я расскажу о том, чем заменить алкоголь в жизни. На случай, если вы еще не знакомы, я Базилио веду канал Fresh Life 28 о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Сам я злостный алкоголик, не пью уже много лет, в прошлом табакокурильщик, почетный жиробас сия интернет и ратующий ныне за бодибилдинг. Поэтому я единственный в Рунете, кто был, так скажем, по обеим сторонам баррикад, и у меня есть с чем сравнивать. Итак, причин для употребления алкоголя множество. Социальные, потому что так принято в обществе, а гастрономические, потому что пиво с чипсами очень вкусно, и другие. Сегодня я говорю о том, чем заменить алкоголь в том случае, если жизнь без него слишком нервная. Как же расслабляться-то, если не пить? Это ж свихнуться можно. Вот что чаще всего я слышу от тех, кто и рад бы начать с понедельника новую жизнь, но уже через пару недель начинает искрить, как мелкий оголенный провод, у него дикое раздражение, кругом все козлы, на дорогах уроды, бля, или наоборот, тоска зеленая, жить не хочется, ай, как результат, фраза «да пошло, ну все, пошли первые 100 граммчиков», отпустила. Причина такого состояния – тревога. Она бывает осознанной и неосознанной. Но это не значит, что ее нет. Но именно способность этанола снимать тормоза, отключаться, временно подавлять тревогу и является причиной зависимости от спиртного. Жить в постоянном напряжении и стрессе – это как жить в аду. И именно поэтому выпить часто заменяют термином «расслабиться». Для того, чтобы понять, чем заменить алкоголь, я вам немножечко расскажу о том, что же такое на физиологическом уровне тревога и стресс. В этом ролике я очень кратко повторю то, что подробно было рассмотрено в ролике о причинах зажоров. Кто хочет подробностей, смотрите сюда. Стресс – это напряжение. Досталась эта штука нам с тех пор, как мы от саблезубых тигров убегали, да? И хотя сейчас нам это нафиг не нужно, напрягаться мы не перестали. Отвечает за эту вакханалию вегетативная нервная система. Ее разделяют на симпатические и парасимпатические отделы. Первая, симпатическая, отвечает как раз за мобилизацию наших сил в случае опасности. Учащается пульс, сужаются зрачки, ударные дозы гормонов, там вроде адреналина. Парасимпатика – антагонист первый. Когда он активизируется, парасимпатический отдел, человек успокаивается, зрачки расширяются, сон, пищеварение. Как понятно, одновременно симпатика и парасимпатика не могут быть активными. Это как нельзя одновременно и сузить, и расширить зрачки. Так вот, секрет в том, что тревоги без активации симпатического отдела первого не бывает. И стоит нам активизировать парасимпатическую нервную систему, да, как автоматически она начинает тормозить симпатическую. Наступает спокойствие, релаксация, и тревога со стрессом уйдут. Алкоголь является сильнейшим психотропом, который сначала вроде бы бодрит человека, а потом человек отрубается, если, конечно, не натворил под шофе дел. Как я уже говорил, алкоголь способствует на короткий промежуток времени, способен убрать тревогу, да? Но это путь в никуда. И вот человек решил бросить наконец-то пить, а как расслабляться он по-другому не знает. Может, есть способы, а? И как вся эта ботва с отделами вегетативной нервной системы нам поможет? Ответ, как ни странно, прост и проверен на практике. Сначала мы заставим симпатическую нервную систему напрячься по полной, а потом она автоматически уступит место парасимпатической для расслабления. Для этого берем наушники, заряжаем энергичную музыку и выплескиваем весь напряг и негатив в гантели или штангу. Как бы ни дико это звучало, но для того, чтобы отработать на пределе, вам придется реально напрячься. Симпатический отдел будет работать на пределе, на максимуме. Но что не менее важно, внутреннее мышечное напряжение, которое всегда сопровождает тревогу и стресс после правильной тренировки, попросту невозможно. Вы настолько ушатаете тело, что сил для напряжения уже не останется. Автоматически нервное напряжение уйдет вместе с мышечным, и парасимпатический отдел возьмет верх своей активности. Результат очень похож на эффект от алкоголя. Придя домой, вы реально вырубитесь. Есть какие-нибудь тонкости?
А вот какие. Первое. Дайте время, чтобы выработался рефлекс. Вспомните первые опыты с алкоголем. И блевали, и с утра было херово, и, больше никогда, все. Но пили и со временем привыкли. То же самое с тренировками. Дайте себе время. Привыкнуть к тому, что когда нервяк, вы бежите не в магаз за бутылкой, а идете в зал и со злости накидываете блинов на штангу. Повторяйте. Дайте время выработать привычку. Помните закон новой жизни Базилио. Любое действие, перешедшее в разряд привычки, перестает напрягать. Второе. Обязательно отдыхайте и восстанавливайтесь. Восстановление и сон особенно царство парасимпатического отдела. Если не восстановитесь, то толку будет мало. 3. Всегда помните, что алкоголизм – это не только болезнь, это образ жизни. Как и то, что я вам предлагаю. Не пытайтесь как-то как с питанием похудеть к лету или бросить пить на пару месяцев. Не получится. Измените образ жизни. Тогда сработает. А в награду бьете 2 зайцев. Из стресса избавитесь и внешний вид себе сделаете. Что ж, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, там я обсуждаю вопросы о питании, похудении, тренировок, зависимости и схожих тематик. Также новые статьи, бесплатные консультации на моем сайте freshlife28.ru. Поделитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки. А на сегодня это все. Всем пока.